Нет электричества, нет воды. В Аль-Юрте целую неделю не могли решить проблему с водоснабжением. Парад коммунальной техники. В Насыркорте представили машины, без которых сложно обойтись в непогоду. Проект «Российское село». Студенты СУЗов и вузов учатся сельским профессиям. На телеканале «Ингушетия» информационная программа «Новости 24». Здравствуйте. Все взаимосвязано. Задолженность за свет привела к тому, что люди остались без воды. В Аль-Юрте целую неделю частично отсутствовало водоснабжение. Дело в том, что насосы не работают из-за отключения электроэнергии. Давление воды низкое и живительная влага доходит не до всех домовладений. Проблему эту обещали решить, когда знает наш корреспондент. Не умыться, не приготовить еду жители нового микрорайона Аль-Юрта не могут уже целую неделю. Для элементарных хозяйских нужд воду либо закупают в магазинах, либо и вовсе берут из речки. Скважину от энергопитания отключили уже давно, но пока в этих емкостях сохраняли запас, она под напором шла. Сейчас подкачки нет, насосы не работают. Вот сейчас оставили нас без воды. Там все, кто проживает в этом поселке, они молодежь. У них по 3, по 4 ребенка. Малолетних ребенка, и оставить такой поселок без воды, я не знаю, кто должен это делать и зачем. Коммунальные услуги в Аль-Юрте отключали и раньше, но на такой длительный период впервые проблем с выплатами платежей у самих жителей нет. На вопрос, почему отключили воду, энергетики отвечают, что промзона, где находится скважина, ни на чем балансе не стоит, а счетчик тикает, из-за чего появилась внушительная задолженность о потреблении электроэнергии. Договора энергоснабжения, заключенного ни с объектами промзоны, ни с администрацией, все говорят, что данная скважина находится не на нашем балансе, что мы не знаем, у нас нет документов, что скважина им не передана на баланс, поэтому они не могут с нами заключить договор энергоснабжения. Без договора энергоснабжения мы не можем отпускать электроэнергию, потому что это наши потери. Определять балансы содержателей ответственного будет комиссия, которая уже создана по поручению председателя правительства. Но вопрос может затянуться, а людям нужна вода. Первоочередную проблему решили на месте. Я тебе слово даю, понедельник или вторник вопрос решен будет. Я созвонюсь с директором, объясню ситуацию. Ты что, Султан, объяснить, сделать визит? Объясню ситуацию, потому что... От себя ты не можешь это решить, конечно, руководством МИИЦИГИ. Понедельник, вторник мы решим вопрос. Работники РЭС обязали сегодня же предоставить все необходимые услуги населению. И хотя воду на сегодня жителям и дадут, проблема остается нерешенной до тех пор, пока компетентные органы не возьмут на себя ответственность. Радат Холухоева, Халаш Гойгов, Новости 24. В 6-й школе Насыркорта прошла встреча местных властей с родительским комитетом. Основной темой обсуждения стала опасная дорога к новой школе. Напомню, что учебное заведение расположено возле федеральной трассы М-29. Не так давно одна из школьниц, переходя дорогу, была сбита насмерть. Теперь родители опасаются за жизнь детей и просят установить около школы так называемый умный светофор, который можно регулировать вручную. Стороны услышали друг друга, а компетентные органы обещали решить проблему. Также присутствующие сошлись во мнении, что проблемы школы и села должны решаться на месте. Собравшиеся жестко осудили поступок одной из родительниц ученика, которая записала некорректное видеообращение в адрес руководства региона. Ролик быстро разлетелся по интернету. По ее словам, местные власти никоим образом не решают вопросы, касающиеся школы. Сама женщина на собрание не явилась. Очень некрасивая ситуация, очень неправильная, отношусь негативно. Если есть конкретный вопрос, если есть какая-то проблема, ее нужно приносить, доносить и решать на уровне, на высшем уровне как-то, а не в каких-то социальных сетях. И вопросы как бы были адресованы им, но они их как не касаются. Они делают все, что возможно, и даже больше, чем возможно. И нам, родителям, было тоже очень неприятно.
В Назране ведется подготовка к экономическому форуму и многопрофильной выставке «Деловая Ингушетия», которые пройдут 25-26 сентября на площади перед Домом культуры. В работе форума примут участие более 150 предпринимателей. Они представят различные сферы – строительство, сельское хозяйство, технологии IT, связи и безопасности. Цель форума – взаимовыгодное соглашение и популяризация продукции и услуг местных производителей. Чем богат гараж ЖКХ, можно было узнать на параде коммунальной техники. Он прошел в Насыркорте, были представлены машины, без которых сложно обойтись в непогоду. О готовности коммунальщиков к осенне-зимнему периоду расскажет Руслан Албогачев. В этом году уже второй по счету республиканский мегасубботник открывает парад уборочной техники. На площади амфитеатра в Насыркорте организаторы собрали только те машины, которые делают нашу республику чище. Парад открыли около 50 автомобилей и тракторов коммунального значения, начиная от погрузчика и заканчивая вот такой спецтехникой под названием «Пылесос» на базе автомашины КАМАЗ. Вихрь подметально-уборочная, ее функции зачищать. Ее функция защищать боковыми щетками, вакуумной установкой обочины дорог. А это комбинированная дорожная машина с началом осенне-зимнего периода. Эта техника на трассе республики практически незаменима. Она используется для очистки территории от снега и нанесения на дорожное покрытие сыпучих противоскользящих смесей. Алихан Калоев уже 30 лет за рулем коммунальной машины. Работа сложная, но зато любимая. Поэтому мужчина, невзирая на тяготы труда, продолжает следить за чистотой в городе. Я работаю с 86 года. Техника исправна всегда. Работаем ночью и днем. Самая трудность у нас бывает, когда дождь. Вот у нас трудности. Приходится откачивать. Работаем. Ну, проблемы нет у нас. Парад коммунальной техники в Ингушетии проходит ежегодно осенью и весной в рамках всероссийской акции, инициатором которой выступили Федеральное министерство строительства и ЖКХ. Мероприятие организовано с целью информирования населения о работе служб ЖКХ и готовности коммунальных служб к осеннему-зимнему периоду. В целом обновляется в этом году, поступило несколько единиц техники на базе КАМАЗа. Город жилищно-коммунального хозяйства города Магаса. Также эта техника новая поступила и в город Назрань, и в другие муниципальные образования республики. Республика и руководство старается обеспечить, чтобы данная техника соответствовала целям поставленных задач. И ведется работа, чтобы комплектование этой техники и подготовка к осенне-зимнему периоду проходила в установленном порядке. Это лишь малая часть техники, которая представлена на суд зрителям, ведь основная часть находится на линии, которая следит за чистотой на городских улицах. Как показал смотр коммунальной техники, все городские коммунальные и дорожные службы полностью готовы к зимнему периоду. Теперь остается дождаться первой непогоды и, как говорится, в бой. Руслан Албогачев, Рахман Цуров, Новости 24. В администрации Назрани прошло совещание по вопросам деятельности органов местного самоуправления с главами муниципальных образований, городов, районов, сельских поселений. На встрече обсуждались такие темы, как соблюдение органами МСУ законодательства о порядке формирования, введение муниципального регистра нормативов правовых актов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, организация управления многоквартирными домами, а также государственная кадастровая оценка по новым правилам. Очень сложно у нас идет вопросы организаций управляющих компаний, которые должны были бы заниматься вопросами управления собственников жилья. И вот на эту тему мы сегодня постараемся сделать наиболее такой упор. И с этого года, с 2017 года, с 1 января изменились вопросы кадастровой оценки собственности, как собственности жилья и земель. «Единая Россия» реализует партийный проект «Российское село». Согласно принятой на Всероссийском форуме в июне резолюции «Единороссы» проводят обучающие мастер-классы для студентов СУЗов и вузов республики, привлекая сельских специалистов и просто заинтересованную молодежь. Им рассказывают, как сажать картошку, ухаживать за крупным рогатым скотом, выращивать овощи и управлять сельхозтехникой. Материал Мадины Пугоевой.
Сварщик со стажем Амир Плиев объясняет своему подопечному, как правильно делать шов на металлической трубе. Для юноши, который впервые притронулся к сварочному аппарату, эта задача, впрочем, дается без особого труда. Адам Асканов, студент ИГУ, в будущем планирует стать инженером, а потому советы своего наставника слушает с особым вниманием. Мастер-класс специалиста из села Амира Плиева на этом не заканчивается. Как правильно держать в руках угловую шлейф-машину, правила безопасного пользования и резка металла. Мужская половина студентов пробует себя не только в роли газоэлектросварщиков, но и учится работать с профессиональным оборудованием. Как сеять и собирать урожай, содержать животных, доить коров, водить комбайн или трактор. Ребят учат всему, что может пригодиться в сельской жизни. Нынешние студенты, они же и будущие специалисты села, уже сейчас активно включаются в процесс обучения. Пока юноши заняты изучением газоэлектросварки, девушки приступили к пчеловодству. Очень интересное направление. Если начинаешь изучать, хочется все больше и больше узнавать об этом, потому что пчелиная семья, она действительно большая, там очень много разных направлений, классификаций, у них они и по строению даже разные. И у каждой пчелы своя роль, и это действительно интересно. И я думаю, каждый, кто хоть немного заинтересуется этим, он захочет как-то продолжить это дело или еще. Для Рамазана Аушева, который с детства занимается разведением пчел, повышенный интерес молодежи к этой отрасли сельского хозяйства – приятная неожиданность. А потому мужчина с особым трепетом рассказывает ребятам о правилах ухода за полосатыми насекомыми. Осенью подкармливать тоже. Там сироп, и сахарный сироп лукан. Вот. А подкармливать то, пока они насытятся, содалятся. Потом оставляем. Хочешь пластинку, хочешь фачкшу. От клещей его. Вот осенью чуял щуриш, чтобы лишние заразы сохранить. Одно дело читать об этом в книгах по пчеловодству, другое – воочию увидеть и притронуться к дарам природы. Такую практику ребята не пропустят ни в коем случае. Тем более, что в КФХ Хамхоев для обучения студентов сельским специальностям есть практически все. В загоне для скота порядка 10 коров, за каждой из которых следят такие же молодые и целеустремленные работники. Они уже самостоятельно кормят и ухаживают за домашними животными. Стабильная физическая нагрузка только укрепляет здоровье и любовь к родному селу. Для девчонок в основном они любят там птицеводство, там пчеловодство, более такие легкие направления. Ребята любят больше заниматься откормом животных, лошадьми заниматься и так далее. То есть мы им здесь дали все возможности по всем направлениям. Если у кого-то какие-то заявки, они звонят, интересуются, я бы хотел-то тем-то заняться. Полезный труд на свежем воздухе в окружении полей и возвышенностей на родной земле еще и источник заработка. Агропромышленный комплекс республики пополняет свои ряды молодыми специалистами. Это одно из направлений, которое планируется развивать в стране согласно резолюции Всероссийского форума «Российское село-2017», организатором которого выступила политическая партия «Единая Россия». Общественный совет партийного проекта провел заседание, на котором и обсудили предложения по реализации этой программы. У нас планируется поддержать сельхозтоваропроизводителей. Это и понижение процентной ставки кредита, и поддержка техникой, там доступный лизинг, чтобы был сельхозтехникой, и создать условия, социальные условия для села. Это коммуникации, это школы, это больницы, это ФАПы. Развивая сельскую инфраструктуру, организаторы проекта смогут значительно снизить отток молодежи в город и сделать агропромышленный комплекс республики одним из динамично развивающихся секторов экономики. А такие специальности, как комбайнер, пчеловод и механизатор, востребованными среди молодых и перспективных людей профессиями. Мадина Пугоева, Магомед Дидигов, Новости 24. Госдума приняла в пятницу во втором основном чтении правительственный проект закона, который повышает максимальный размер административного штрафа за непредоставление водителям преимущества в движении пешехода с 1500 до 2500 рублей. В частности, предлагается внести поправки в статью 12.18 Кодекса России об административных правонарушениях, установив санкцию за невыполнение требований правил дорожного движения, уступив дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения.
достижения. Необходимость усиления административной ответственности из-за указания нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которые подтверждаются ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории, говорится в пояснительной записке. Кадеты Горского кадетского корпуса стали лауреатами военно-патриотической игры «Зорница», которая проходила в Нальчике. Всего в соревнованиях приняли участие 15 команд из разных уголков страны. Напомню, ингушские кадеты уже много лет занимают лидирующие позиции как на региональных, так и на всероссийских состязаниях. Все эти достижения стали возможны благодаря профессионализму преподавательского состава и целеустремленности самих ребят. Все были очень хорошо подготовлены. Но, несмотря на это, мы заняли первое место. На протяжении последнего десятилетия наши кадеты становятся лауреатами данной зорницы. В свою очередь, соответственно, мне хотелось бы поблагодарить, пользуясь случаем, и организаторов данного мероприятия, и весь преподавательский коллектив кадетского корпуса, который довольно-таки активно подготовили нашу команду. Ну а я, как сам выпускник кадетского корпуса и начальник кадетского корпуса, конечно, был уверен, что куда бы наши дети ни поехали, что они станут везде лауреатами, потому что наши кадеты – это будущее нашей республики, а будущее нашей республики не может быть вторым или третьим. На стадионе лицея Назрани сдавали нормы ГТО. Массовое занятие спортом привлекло внимание не только мужчин, но и представителей слабого пола, а также детей. Все потому, что совершить физические упражнения приходили семьями. На фестивале ГТО побывал Залимхан Калоев. Ряд испытаний предстоит пройти сегодня участникам республиканского фестиваля «Готов к труду и обороне» со всей семьей. Участники уже прошли регистрацию и ждут команды «Старт» на построение. Здесь участвуют все семьи с административных округов наших, и победителям будут вручаться памятные призы. Погода выдалась пасмурной, но это только к лучшему, уверены участники. Тамара Далаева пришла на фестиваль вместе с сыном и мужем. Спорт – это биение жизни, уверенная женщина. К нормам ГТО она готова на все 100, но метанием спортивного снаряда раньше не увлекалась. Конечно, очень полезно. Даже погода сегодня, хотя и моросит, тут оживленно. Все люди, по-моему, активно участвуют в этом мероприятии. Спасибо всем организаторам этого мероприятия. Ну а сын Тамары, Алисхан, в отличие от мамы, в конкурсах принимает участие не в первый раз. Поэтому с метанием специального мяча на дальность он справился куда лучше. Хади Ханиева может дать фору любому обидчику. Несмотря на то, что ей всего 10 лет, она уже выполняет упражнения на брусьях. Норма ГТО включает в себя бег на длинные и короткие дистанции, прыжки в длину с разбега, метание спортивного снаряда, отжимания, подтягивания, пресс, стрельба из пневматической винтовки и многое другое. Каждому участнику необходимо пройти испытания в зависимости от возраста и пола. Вот у нас от Сунжинского района участвует Ахильгов Муса, ему 60 лет. Он все тесты сдал, и он сдал на отлично. В том, что Муса Ахильгов показал отличный результат своей возрастной категории, усомниться было сложно. В свои 60 лет Муса качает пресс не хуже, чем любой спортсмен. А любовь к спорту, по его словам, была привита ему еще в детстве. Бег, георгий, отжимания, пресс качать. Для каждой возрастной группы свои показатели по 3 уровням сложности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовым знакам отличия ГТО. Отличившиеся команды получат памятные сувениры и подарки. Залимхан Калоев, Хаваш Гойгов, Новости 24. Детские хореографические ансамбли из Ингушетии завоевали первое место на Международной олимпиаде по хореографии «Красота и доброта спасет мир». Она проходила в Сочи. Успешное выступление юных артистов из ансамбля «Зори Ингушетии» и «Озорные девчата» в администрации Малгобека отметили грамотами. Слово Залине Могушковой. Чтобы показать себя лучше всех на Международной олимпиаде, детский хореографический ансамбль «Зори Ингушетии» готовился 2 месяца, не пожалев при этом своего каникулярного времени. Ребята выступали в категории старше 14 лет и представили зрителям ингушский массовый танец. В репертуаре ансамбля только национальные танцы. Его исполняли 8 солистов.
на любой конкурс, на любой фестиваль, если ты едешь, выезжаешь, обязательно, если это конкурс, мы выставляем свой танец, свой народный танец, потому что зритель должен узнать, кто ты, откуда ты, твой танец, твой характер. В Международной олимпиаде по хореографии «Красота и доброта спасет мир» коллектив «Зори Ингушетии» принимал участие впервые. Конкурс проходит ежегодно на протяжении 16 лет в Сочи. Конкуренция среди участников олимпиады была большая, ведь в ней принимали участие коллективы не только Северного Кавказа, но и ближнего зарубежья. Там присутствовало 50 коллективов, 500 детей. Из-за этой конкуренции мы показали свой танец с лучшей стороны, чтобы завоевать первое место. У нас получилось. Детскому ансамблю уже 17 лет. За это время «Зори Ингушетии» показывали культуру народа в танцах во многих странах мира, в том числе в Турции, Венгрии, Греции и Италии. Солистам ансамбля не больше 15 лет. Репетиции ансамбля проходят у нас в культурно-досуговом центре. Ребята занимаются 3 дня в неделю по несколько часов. Вот именно на этих репетициях они полностью выкладываются, оттачивают все свои движения, чтобы показать красивый, хороший танец именно на фестивалях или на любых концертах, где они выступают. По возвращении на родину победителей Олимпиады поздравили представители городской мэрии. Коллективу вручили почетные грамоты от лица главы администрации Малгобека. Ребятам и художественному руководителю пожелали и в дальнейшем радовать республику большими успехами. Награждается руководитель детского хореографического ансамбля «Зори Ингушетии» Дахильгов Заурбек Алаудинович. В Олимпиаде участвовал еще один малгобекский детский ансамбль «Озорные девчата». Они выступали уже в другой возрастной категории до 13 лет. Девочки также заняли первое место. Залин Могушкова, Адам Далаков. Новости 24. Это были все новости на сегодня. Доброй ночи.